Dzień dobry, шановні колеги. Мой выступ сегодня будет посвящен таким вандровкам у рамках ментальной географии. Але так само, может быть, искусно, але я закрану проблему отказности историографии, науковой историографии. Це концепція, яку вона розпрацьовує. Ну и уже в рамках непосредственно доклада она не влезе, может быть, это возникнет початок дискуссии. Мы зможем закрануть, ці принаймні задуматися над проблемою, як напрацовки істориків, якою вони мають трансляцію у масовій свідомості, в сроках масової інформації. Ну і такий вельми ефективний останнім часом інструмент, як соціальні сітки у рамках історичної політики. Таким чином, мы спробуем с вами сегодня поразважать над функционированием концепта Литва у белорусской историографии. Мушу сказать, что это непозбежно, я не смогу бы почать в 90-х годов, я мушу на початку с вами опинуться в середине 70-х, когда Микола Ирвалович пише подпольную книжку, такая функционировалась белорусской интеллигенции в этом нашем городку под умовной назвой «100 сторонок». Ну, я не имела такую публичную науковую назву, а была вельми умовно названа «100 сторонок». Это фактично то, что з'явилося про 20 год в белорусских книгарнях под назвою «По следах одного мифа». Так? И вот разом со своими выдумками, это вот его великий самодатовский проект, может быть, в плане идеологичном, не до конца сегодня вот, оценены. В том сенсе, насколько он поплывал на свядомость, может быть, не великого, але активного кола белорусской интеллигенции. А вот эта книжка, она, справді, передруковалась на машинце «Эра» с 4 закладками, 5 особник еще можно было читать. И вот, вандровала по краине. Я не смогу вельми глубоко поглубляться в саму эту концепцию. Скажу, что Микола Романович актуализовал у новый час новой историографии, актуализовал вот этот концепт Литвы. Вельми цікаво, у четверг у нас в рамках школы Выкладчика университета отбылся коллоквиум, и так шикарно мы вышли на эту проблему, и видите, что я сделал для тебя вельми важное, я принаймні визначив, публічно озвучив, то, чому я не приймаю Ермоловича, з пункту глядача наукового, але я вельми ценю. Ну, розумієте, що? Значить, нагадаю вам, що ще от заходнерусского периода 19 столетия вот этот подспудный рух литовских феодалов привел до завоев заходнерусских земель. И з одного боку это означало так, это дало початок этой державе, Великому княжеству литовского, з іншого боку вот русские княжества, Полоцка, Народні, Менска стратили свою суверенность. А за что я ценю? Что він зробив? Ён фактично переключив тумблер. Задав позицію в інше з своїм обґрунтуванням. Ён принес Литву не як знешнюю, несприяльную, ворожую, агрессивную силу. І він зробив Литву як частку отчинної історії. Розумієте? Вот я лічу велизарне досягнення. Хоть многие іншие позиции, ну, например, значение Литвы. Вот, когда вас звернуть увагу, вот Наварда, вот так он вызначил между Литвы. Я не могу зараз з вами на уровне таким клинцезначным, да, всей этой позиции анализовать, просто вот окреслить. И он взял топонимику, дислокация вёски Литва, и как бы уявно, откуда были походы на те чи інші княжества, и вот он придумал, что вот так вот и Слони, значит, и Подневина вот Минска находится в этой стране. Ну, мушу одразу сказать, что, конечно, некие сегодня науковые критики это не вытримливые, уже не кажется, потому что не користався
там, археологічним матеріалом, і потім він бере топоніми, а з пункту глядання функціонування топоніміки відомо, що топоніми – це маргінез. Тобто топоніми етнічного наповнення возникають на межі. Або на переміщенні на високах, скажімо, у наших матросів Москалівич, це навіть поселище староверов, які бегли в Великое княжество и Речь Посполитую от державного террора, да, за российской державы. То есть это поза своей основной этничной территории. Але, тем не меньше, у Ермоловича, тем больше, когда он стал уже таким публичным автором, з'явилось шмат апологетов, и я бы сказал, некритичных апологетов. Ну, вот сама по себе концепция была такая пригожая, что отмова от принципов экспансионизма и признание вот этого синергетичного концепта. Это, конечно, было. Я лишу, что нават при всех чисто науковых недохопах Ермолович в этом сенсе, конечно, зробил великую справу для белорусской свідомості. Хоч ви видите, что у Литовской Республике, часто Литовской ССР викликала и жесткую реакцию, насмешки. Ось Едвард Розгудявич наприклад свою великую рецензию, яка по-литовски так и называлась. Я вам скажу, як по-литовски, ви одразу почуєте її. Слово-то слово, а был ли он? То есть он латинкой написал вот этот примовку, да, и далее еще литовский текст. І от розумієте, надалі для наукової гістографії, не крайне медийного аспекта, важным становится уже нават не суадносіны Литвы и белорусской истории, концепта Литвы и белорусской истории, а пошук места хронима, вот эту территорию, что это была за Литва. Ну, вот нагадываю вам, да? Нагадываю вам концепт Ермоловича, зміщення хронима. Скажу так, что науково-конвенційним, да, признанным у большості гістографіях регіон вот історичної Литви, Литвы до Миндовга, скажем так, чи Литвы Миндовга, так сказать, конечно, разглядается, ну, велично, исторично велично, да. Вот тут Кравцевич свой час, змагаючись, так само полемизуючи с Ермоловичем, потом временно разместил этот район, ну, может быть, он был шире, так вот еще на запад, вот это и Кернова, подковная, безумовно, и она подоходила. И Калилу белорусской историографии заканчивается такой этап, скажем, позитивистский, начинается период романтичный, историография, ну, историография тягнется не так и долго, может быть, год 5. Одночасово наша историография имела такие напрацовки, які зверталися до проблеми хоронімів на нашій території. Ой, що там капринічне. Ага. З пункту глядання такого прочитання такого класичного, да, позитивістського методу фіксації тих пригадок українців, які є. Я вам нагадаю ім'я такого выбитного у гэтым кірунку белорусского историка Михаила Спиридонова. Ну, в свой час он писал такую диссертацию, посвященную запрыгониванию селянству. Ну, але, разумеете, праз гэта ён поглублялся во все гэтыя инвентары, так, и працуючи з описанием маёнткаў, ён глядел, где які маёнтак мог фіксавацца, на якой тэрыторыі. И вот таким чином, разом с Насевичем, и вот подключился до его, и они фактически стали стваральниками такой науковой исторической картографии и исторической географии у Беларуси. И хочу сказать, что вот один из наших мощнейших таких козырів, мощнейших керунков, потому что ни одних наших соседей на таком уровне исторической географии, картографии нема. Так что, ну, нельзя так уже совсем принижаться
при оценках своей власной гістарыграфіі. Ну і вось, аналізуючы гэтыя прыгадкі родных паёнкаў, Спірыдонаў вылучае вот гэты вот рэгіёны. Найперш ён не канструюе, а фіксуе рэгіён Русь, так, які ахоплівае увесь усход Беларусі, падыходзіць пад Менск, фіксуе саму Полесье, як вы бачыце, ёсць пад Жамойч, ёсць Літва. Ну, Литва я бы так поумолчали, потому что вот литовская шляхта и мазатери, маючи маёнтки в розных частях краины, я бы не писала, что на Литве, я написала, коли маёнток лежит на Руси. Заметьте, да? Потому что коли он на Литве, им як бы не было потребы его фиксовать. Ну и таким чином, вот Спіридон з Насевичем улучшают регион Русь. И вельмі цікаво, что вот все гэтыя гістарычныя рэгіёны таксама маюць такое тэмпаральнае, да, вот, развіццё у часе. І калі, скажем, вот наш гарадок на пачатку 16 стагоддзя еще фіксуецца прыгада ў такім кантакце Русі, ну, літаральна праз 50 год, у сярэдзіне 16 стагоддзя, гэта ўжо Літва. Так? А Вернавоч пісаў, што Русь гэта Украіна, маўляў, што вся тэрыторыя Беларусі это Литва. То есть вот эта вот старожитная Литва, якая была там от Слонима, под Заславье, под Менск, она бы спасила свою назву на Беларусь и на усходнюю частку сегодняшней Литовской республики. То есть вот такие был бы вот так. А Русь это Украина. Ну, конечно, крыницами письмом такая концепция не подтверждается. Ну и вот Спіридонаў Насевічем конструює бы новую бачення Хароніму. І тут така вельми жорстка щепка отримується, принаймні в межах Академії наук, стало таким кепським тоном пригадувати Ярмоловича. Ну, повторяюсь, при всіх його, ну так і скажем, помилках, все равно мы оценим его достижение как вельми высокое, але это такая стала фигурой замолчания, а Спіридонов, скажем, вельми резко стал выступать супроть его концепции. Ну, але далей, ведаеце што? Далей гэта дыскусія, размежаванне стала цікавейшай, таму што з'явіліся нейкія такія новыя методологічныя аспекты. Ну, я, может быть, отрымается, тогда буду только перескокивать, я не буду, конечно, кожное имя называть, а такие бы айсберги вам просто позначу, такие глыбы. И гэта дыскусія, і відаць, што па сённяшні дзень яна не сціхла. Яна ідзе вакол разумення этнічнасці у позднім сярэднявеччы і раннім новым часе. І вось один бок вельмі яскрава, ну, забіўшы нават глыбока кар'еру на гэтым, увасабляе Ігор Марзалюк. І што цікава, той рэдкі выпадак беларускай гістарыграфіі, калі даследчыкі дэкларуюць свае метадалагічныя пазіцыі. На жаль, это стрыкаецца. І вось ён у адкрытую называе себе прымардыалістам. Это означает, что этничность, она не то, что неизменная, она как бы існуе заўжды. Так? Ну, подпадаючи под некие зменами эпохи, але, что мы можем вот этот родовод, генеалогию сегодняшних этносов напрямую просочить в старожитную историю. Ну и вот тады продками непосредственными белорусов для Марзалюка з'является Руси, ну, народ русский, да, Великого княжества Литовского. И видите, что не один Марзалюк так вот пише, але он все-таки называет себя примардалистом, вот, за что его можно поважать. У меня так само возникали дискуссии с моим, ну, скажем так, наставником, профессором Галейченко. И он называл свой такие, який ему здається, железный аргумент. А для кого Скорина книжку толковал? Библия русская, да? Это вот написал.
Так, значит, вот есть одна позиция. Іншую позицию, ну давайте так умовно, я ее позначу, потому что она больше ведома про публикации, ее прям так озвучивая Геннадий Цыганович. Это позиция конструктивистская. Так? Ведаеце, апошнім часам уже столькі заходняй, а таксама расійскай гістарыяграфіі з'явілася напрацовак, якія паказваюць так, што ведаеце, оказывается, не то, что нация, мы всем разумеем, что нация политичный конструкт, так? А этносы можно конструировать. И у средневечья многие элиты, как вот этими занимались, захочешь своих вот таких социально-политичных методов, с этими германскими народностями, с этими там готами, гунами, там это просто яскраво прослучится, и эта методология, реально працуе. І вось Цыганович піша, што у Великім княстве можна было быць адначасова і літвінам, і русінам. Ну, можна было пагадзіцца, каб ён, конечно, не размежоўваў палітычнае і этнічнае напаўненне гэтых тэрмінаў, і за што вельмі жорстка учепіўся якраз Марзалюк, а паміж імі, калі ведаеце, была і полемика на сторонках гістарычных выданняў, і Марзалюк доводит, что в этноконфессийном сенсе, так само, конечно, как синоним, конечно, в самим Великим княстве родится поміж Литвою и Русью, так с маленькой литеры, да, у украинцев все это писалось, как супольности. Не країна, а супольності. Вона була відобочна, і бере приклади Вільні, Городні, і так може більш виразно показати, бо там більш розгортальний матеріал, чим, скажімо, в Могилеві, який знаходиться на самому сході краю. Ну і, видите, ще можна назвати одну концепцію, яка, може, знаходилася недзе побач. Вот с этой дискуссии назову вам это имя Олесь Белый. Чему назову? Потому что по вот тых навуковых публикациях, какие его есть, конечно, его нават можно было и не занести у кола вот этих диспутантов. Так, бо он пишет про кухню, про историю кулинарии, он пишет по истории походження назви Белая Русь, Рутиня Альба, яка растет середньовіччя і ранній новий час вандрує по Сходній Європі. Це, в принципі, нормально, тому що мало країн, які мають таку початкову автентичну назву. Ну, видите, кольки грецька інтелігенція поклала намагання, як примусити таких неповоротливих селянів з Греції називати себе там не ромеями, не римлянами, а как раз эллинами. Ну, знаете, и этнонимы, они так само трансформуются, изменяются. Вот грецкая интеллигенция придумала, что мы начали античные Греции, давайте вот мы так будем. Что это в этом сенсе приклад не уникальный. Але Белый как раз вельми активно використовує Facebook, вступая у полемики. И вот я тут так тримаю дистанцию, и мне Владимир Мацкевич там заявляет, что Facebook – это та простора, где сегодня отбываются дискуссии. Его, мовляв, как раз нельзя игнорировать, им треба быть. Ну и вот Олександр Белый, Олесь Белый, надзвичайно активно використовує Facebook и выступает там с позиции социального и культурного расизма. И он конструирует на базе він активно, він добре відає і напрацовки з Спиридонова, Насевича. Ну, конечно, так само на свой час отстраповался от Ярмоловича. И вот он пишет про Литву позднее средневечье. В тем контексте, может быть,
як Олесь Маринчук. То есть он переносит литвинизм конца 19 столетия, этот литвинский краевый рух, фактично на середньовіччя і заявляє, що от гэтай літвінській традиції, да і можуть апеллировать, ну, там, скажем, старокатолицкое насельництво, ну, тут и балтикричное после Крела, жидовской культуры Великого княжества, да, потому что литваки, да, они органично походили. Ну, а все остальные щиренькие, да, то есть он вельми цікаво використовує в образы 90-х годов 20-го столетия, когда многие политики, скажем, своего российско-мовного говорца вставляли белорусские подначения в таким неважном контексте. И вот для его щиренькие та белорусская концепция, яка она была сформована у 19 столетии. Ну, правда, он нашел уже еще новую ахвяру для себя. Это Понизовье. То есть это Поднепровский регион, скажем, вот Подневая частка Поднепровско-Сожского региона, яка йде вот там от Могилева до межи с Украиной. И когда вы будете читать его в Фейсбуке, он там, скажем, реагует на любые... Ну, это вельми цікавий експеримент. Послухайте, він реагує на любую пригадку о кримінальному злочинстві, яке здарається там. А ви бачите, що у нас вельми високий уровень побутового злочинства. Що найбільш смертних випадків – це свояки у вёсках. Да? Депресивных вёсках, там, секерую, по пьянце, один злог. Это наибольшая колькость у нас загинула. И вот он, показывая на полном серьезе, причем я не утрирую, что это вот есть спадщина Руси. Да? Вот. А то, что я ведаю по примордиализму и по конструктивизму, по этнической концепции, этнического походжения этносов, то, что я ведаю по середньовечью, по 19 столетию, я, конечно, могу стверджать для себе, принаймні, что я бачу конструкт белорусов как модерной нации, это конструкт сапраўды исторично, у него были влучены эти два культурно-этничных, можно сказать, и религийных блоки Литва и Русь. То есть, Беларусь это есть продукт, ну, на уровне 19 столетия. На другой половине 19 столетия, так можно сказать. Это люди, которые занимались этим конструированием, они увеличивали, имкнулись внести в этот синтез. И мое переконание, что когда мы выбьем с подмурка вот любые из этих компонентов, альбо Литву, альбо Русь, весь будинок конструкта белорусской нации, белорусского народа обрынется. Дякую. Старался быть компактным. Дякую, Олег. Чи є питання, коментарі до Каліва? Подарунок Тетяна Корочка. У меня есть, ну, я не веду этот комментарий, заўважыце, што заўсёды, калі мы робім гістарыяграфію праблемы, я уже тут просто з методологічных позиций хочу выказаться. У нас ёсць, ну, быццам бы антологія, як яно было на самой справе. І ёсць бачанне тых падзей, якія былі на самой справе, адлюстраваныя ў ведах. Так вот, гістарычныя веды, яны ніколі не адпавядалі таму аб'екту, як было на самой справе. Чаму? Бо гістарычныя веды заўсёды складалі частку, ну, як зараз кажам, дзяржаўнай ідэалогіі. І яна была у Літве, яна была у 19 стагоддзі асабліва, і ўсе канцэпты, так сказаць, того, як мы думаем, было на самой справе, гэты веды уключаюць частку вот гэтага ідэалагічнага бачання праблемы. Ідэалагічнае – это палітычнае, грамадскае патрабаванне, туды, так сказаць, закладзеныя. І мне заўсёды падаецца, калі мы аналізуем гістарычныя працы, выкідваць без заўвагі
хто пісаў гэтую працу, зыходзячы з якога дзяржаўнага канцэпта. Бо вот калі мы аналізуем Ермоловича і астатніх, вами, так сказать, выкресленных даследчыкаў, адны давалі дзяржаўную канцэпцыю, афіцыйнае бачанне праблемы. Ермолович быў супроць афіцыйнага бачання праблемы. Ён не карыстаўся тымі спосабамі, і яго веды былі прызнаныя не адпавядаючымі тым на той час складзеным складальником, составляющим исторического знания. И проблема была не столько у самим объекте, як веды адлюстроўваць гэты объект, сколько вот з Ермоловичем проблема была у блоке идеологии. И калі мы гэта не будем вот аналізуючы, не будем рабіць такую заўвагу, мы ніколі не будем ведаць, што было на самой справе. Бо заўсёды, калі мы аналізуем веды, мы ж бачым кампот. Но там ёсць і вішенкі, там ёсць і яблыкі, там ёсць і грушы. І калі нам трэба, мы дастаем вішенкі, калі нам трэба, мы дастаем, там, Дима дастане грушы, нехта дастане яблыкі. І ўсе мы будзем казаць, яны скажуць кампот из яблык, другие из вішень, третьи из груш. Разумеете? И калі вы робіце такое даследаванне, это, між іншым, очень цікавае, вельмі цікавае даследаванне, я з задавальненнем праслухала, я вас давно не чула і, могу сказаць, атрымала асалоду. Але мне вот падаецца, каб гэта было, то тады мы разумелі, як было на самой справе. І лягчэй было бы карыстацца гэтымі ведамі сёння. І з белым былі б іншыя праблемы. І он бы сидзеў тады на сваёй кухні, і это была бы вельмі цікавая частка ведаў пра нашае мінулае. Дякую вам, Тетяна. Так, я якраз Ермоловича разглядав в таким ідеологічному контексті, чи конструювання вот этой ментальной просторы. Так, да, с Ермоловичем у вас хорошо получилось, а с теми вы как-то так стыдливо ушли от второй части. Добро, а по кому конкретно вы хотели бы? По институту истории. Никто не вышел за парадигму той, которая давалась официально в те времена. Вы сами тогда работали и знали, что шаг влево, шаг вправо, расстрел. Нет, так... так, все правильно. Ну, есть же інший вариант. Вот тут в этой аудитории, на этой конференции, потому это было в Антоне, Чите, Лесь Крацевич, выступая с теми же посылами, каже, что в тут истории треба зачинить. Что, мовляв, белорусская гістарыяграфія здыхне з палёгкай, калі гэта адбудзецца. Але вот вся гэта, разумееце, а где гэты вот элитарий, вот кто вот все эти кнопочки будет анализовать, проставлять? Да я не против института истории, скажу тебе просто по-русски. Я хочу сказать, что когда ты анализируешь исторический материал, всегда говори, эти писали так, потому что была такая официальная концепция. И они эту официальную концепцию обосновали такими-то и такими способами в таком-то и таком-то объеме. Этот пользовался другой идеологической схемой и обосновал ее в таком-то и в таком-то объеме. А истина, она, если мы их две сложим, как этот самый вчера рисовал, и в серединке. А там складания отрымливаются, что истинное... Чекайте, вот давайте с этой истиной это трошки так спокойней. Потому что просто вот я на початку пагаджаюся з пафосом того, что гістарычная веда, яна ніколі прынцыпова не адпавядае насамрэч рэальнасці, якая там была. Мы ніколі не можем про гэта даведацца, як яно насамрэч там было. Это першы такі момант. Таму вот ісцінай тут это тое, што можна хіба імкнуцца, але не дасягаць. По-другое, гэта упісанасць ідэалагічнай веды у ідэалагічныя пэўныя канструкцыі. Вось тут, мне падаецца, Олег добра пазначаў, што прымардыялізм, канструктывізм, як пэўныя прэсупазіцыі, якія грунтуюцца на ідэалагічных падыходах,
у метадалогіі ці пресупозиціях, які папярэднічаюць канструкцыі веды. А па-трэцяе, я б яшчэ нагадаў учорашні даклад Бабкова, які так філасофскі пазначаў тое, што мінулае яно не існуе самое па сябе без цяперашняга. І таму ў гэтым сэнсе мінулае гэта заўсёды тое, як мы з цяперашняга глядзім на гэтае мінулае. Ну вот, глядите, идеология. Я бы сказал, что я бы не сказал, что это вот менавіта идеология. Он говорил о памяти. Не, он сказал минувшина, цяпершчына. Цяпершчына и память он вовле покладал как одну из способаў працы. То, что есть увогуле гэта мінуўшчына, это тому, что есть память. Да, и память, она фиксует там некое там сакральное и так далее. А вось, прынцыпова зноў-такі утрымліваць, калі мы кажам пра мінулае, мне падаецца, што гэта таксама быў адзін з пафасаў гэтага дакладу, калі мы глядзім там у мінулае, мы мусім ведаць пра тое, што адбываецца сёння у вось гэтых там спрэчках у інфармацыйнай прасторы, пра што там ідзе гаворка, там якія аргументы выкарыстоўваюцца і так далее. Эдуард, да, вот в контексте, значит, то, что возник вопрос, у меня вопрос к докладчику. Как в институте сейчас разрабатывается вопрос методологии, ведь дело в том, что очень много появилось новейших школ, методологических, исторических. Вот Бабков — это как бы проявление того, что вот от Анкерсмита, то есть философия истории или истории истории, как правильно подходить вообще это, в принципе, это ключевые моменты к осмыслению. Ведь звучат слова, все прекрасно знают: полиэтническое, поликонфессиональное государство. Но каждый раз мы утыкаемся в то, что мы, опять же, высчитываем православных, высчитываем католиков, высчитываем этнонимы, хотя все прекрасно понимают, что ни один из этих методов не является как бы окончательным или дающим какую-то более-менее зрелую картину. Поэтому у нас на сегодняшний день Насевич, для которого Литва — это Вильня и окрестности, Белый, у которого, короче говоря, кругом какие-то русаки, как ширинки. Вот. Это вообще какой-то такой российский подход, действительно. То есть возникает огромное количество разных историй. Плюс еще, если взять археологический материал, по которому существует бесконечная коннотация прочтения одних и тех же археологических данных. Я вот читаю, каждый их подкручиваю, замечу, все пользуются одними и теми же данными, и все эти данные интерпретируют в соответствии со своим видением, базовым, то ли этническим, то ли языковым. Ведь если взять, хотя я увлекаюсь картами, да? Если я смотрю, например, современные карты генетических последних исследований, и беру карту Карского, который делал по говорам, так, они практически совпадают. Это два совершенно раздельных исследования. Один занимался языком, другие занимались, брали мазки из-под языка. Совпадает территория, ареал обитания того, что мы называем этносом. Так, народом, да, генетически, то есть, а генетика вообще математика. Она, извиняюсь, анализ крови берет, или там ДНК. Самое интересное, что ни в один концепт, ни Насевича, ни Белого, ни в какие-то вот варианты среди этих теорий, все вот эти последние исследования, которыми занимается философия истории, которая вот именно прочтение из сегодняшнего, что менялись понятия этнонимов, менялись конфессии, менялась церковь. Это нигде, суммарно никто не, то есть спорит, но нигде суммарно не происходит некого, методологии разработки. Я думаю, питання зрозуміло. Олег. Отказываючи так вот стисло, на мой погляд, в плане методологии, тут історії, коли ви історії, існує методологічний плюралізм. В тим сенсі, що кожен працює як лічить потрібним, використовує ту методологію, яку йому потрібно. І в цьому сенсі, звісно, ніякої цензури в такій історії немає. Там, правда, коли рихтуються некие такі Сама цензура там є?
Самоцензура там. Ну, коли публикуется некая речь не так академичная, она проходит по все советы, может там некое регулирование такое, да, отбывается. Але сам историк, коли он пишет для себе и публикуется в неких часописах, ну, конечно, он трапляє у певне осероддя, там, або редакційне, або рецензентор, і це коректує початковий текст, але ніхто не нав'язує. Не только ж питання А навязання. обсуждение на отделе. Ну, а як без обмеркования? Так вы можете без обмеркования публиковаться, но это вы без Нет, грифа слушай, академии. ну а что такое обсуждение на отделе? Это есть концепция. Я не знаю, как я могу говорить до 2007 года. До 2007 года по советскому периоду четкая концепция, и ты от нее не отойдешь. И обсуждение на отделе – это вопрос, так сказать, того вероятностного коридора, в котором ты можешь функционировать в рамках существующей принятой концепции. Окей, добре, але... Да, Я хочу спыніць увогуле Да. гэтую размову, потому что мне падаецца, што яна па-за рамкамі Добра. той дыскусіі, якая вядзецца. Да? Адносна Калі мы этнічна- кажам пра гісторыю і спадчыну як аб'ект і інструмент там, гуманітарнай практыкі, то ну і ўвогуле пра такія больш шырокія рэчы, там, ці пра метадалогію гісторыі, як яна як бы оформляя гэтыя веды, мы скатываемся до дебатаў того, а что там у вас в институте истории. Нет, это очень важно. Почему? Потому что это если это ведомо. идеологическая концепция, то эта технология не работает ни для будущего, ни для анализа настоящего. Что не працует? Если исторические знания есть идеологический продукт в основной своей массе, то его надо воспринимать как идеологическую технологию. И она абсолютно обслуживает давайте с совершенно гэтым тезисом другие. вашим разбираться. Вы Совершенно другие Почакайте, вещи. менавіта з гэтым тезисом. Калі ідэалогія фармуе там гістарычную веду. Это нормальный тезис, укладаецца у тое, што мы кажам. Калі мы пачынаем казаць пра тое, а што у вас там у той гісторыі і абмеркаванне на кафедры і так далей, гэта мне падаецца уход ад прынцыповай пастаноўкі пытання. Но я еще мушу отказать на Эдуарда апошнее питание про генетику. Видите, я так само след за Вячеславом Насеевичем готов назвать генетичное наследие как один як новый вид исторических криниц. Але тут так само небеспечно быть абсолютным сайентистом. Потому что, вот вы кажете, археологический материал интерпретуется, а вы видите, как генетичный материал интерпретуется? Это, по-перше, вот вы приводите к математике, а видите, сколько школы концепции всю математицы. Так что и генетичный материал можно раскласть, и дискуссии по миру им отбывают. Так что вот теперь, когда мы уже больше-меньше набрались досвіду праці з этими гаплогрупами, ми так само розуміємо, що генетика не дає универсально абсолютно отказа. Тем более, что генетика, многие вопросы сняли. Антропогенез. А когда мы говорим про этничность, это уже культурный генез. И не завжди эти процессы Нет, абсолютно... но вопросы многие сменяются. Например, то, что сегодня лопочет, например, белый, абсолютно не вписывается, как бы это сказать, даже если мы рассматриваем различные парадигмы, как единую историю, да, а мы рассматриваем, современное, модерное общество, да, то белое со своей, например, как бы, со своим видением, это просто, ну, как это называется, а вот хулиганин на чужой, я чужую траву. мусил был имя Белого назвать, потому что сопроды его такие провокации в Facebook, они стали зауваженными. И мы уже не можем их игнорировать. Я игнорировал долго, так? И выступал в дискуссии з ним у Фейсбуку. Але сьогодні уже шмат хто продавит, и тому я бы его мусил назвать. Один, что хочу сказать, что нельзя недооценивать, потому что его деструктивный потенциал Белого. Что просто на уровне анекдота все звалить не отрывается. Еще вопрос. Дело в том, что самая тяжелая у нас концепт, я извиняюсь, концепт на сегодняшний исторический, я беру Насеевича, Темушева и так далее, Старую гвардию, это и современную литовскую историографию, она опирается на всю московскую историографию. Дело в том, что весь материал, который накоплен за эти эпохи, он работает на литувисов, назовем так, да?
Толькі московская, польская, Польская классическая тоже. гистография так само близка до И этой получается позиции. ситуация такая, что у нас как бы получается огромный пласты материала, но этот материал абсолютно действительно идеологический, здесь я согласен. Он действительно методология политическая какая-то. Этот материал очень тяжело разворачивать в нашу сторону. Ведь дело в том, что возникновение вот этой парадигмы истинной Литвы, она возникает как-то не парадоксально, где-то на рубеже веков, назовем 1700 год. Возникает эта парадигма, и она подкрепляется огромным куском осознанно создаваемого мифа, и создаваемого не у нас, а за пределами нашей страны. И вот возникает такая ситуация, почему, например, никто, вот мне интересно, почему методологически не хочет показать, как создаются эти исторические парадигмы, мифы, и кто это оплачивает. Ведь дело в том, что историки всегда проплачивались. Добре, подарились Манчук. А потім Питання з іншим трохи зв'язане. От ви казали про, ну, в принципі, я так само про це писав, що белорусская культурная традиция вырастая спробуючи сполучить западнорусскую традицию там, в 19 столетии, ліцінську традицію. І надараджэнне таксама гэта спроба, ну, нават, на вашу думку, магчыма в межах беларускай нацыі, беларускай сполучыць Літву і Русь? Это сполучальны элемент? В плане, тут треба докладить, культурного концепта. Культурного, ну, національного концепта. Ну, мне здається, что мы все Мастер. являемся свідками этого. Разумеете, а як інакше? Тому що, розумієте, коли ми виключаємо якийсь концепт Литвы, то так ми навіть виключаємо період формування білоруської мови. Так само стоїть. Включать ні. Коли ми включаємо Русь, ну, розумієте, так само этноконфессийная история цалком тогда не впишется в концепт Литвы. Я могу с вами, я могу с вами видите, что, Олесь, ну, в сенсі, можна дискутуватися, правди, наколькі гэты синтез был проведены на уровне интеллектуальном в конце 19-го, початку 20-го столетия, наколькі он был удало проведен. Вот тут, я думаю, можно, да, разважать и варто. Это сейчас идут спречки, это спречки, может, такие вот сегодня протягиваются белорусским гражданством, так само можно, в принципе, так заходишь с того, что его поделить на литвинов и русинов, и вот белые, литвин, такие типовые. Послухайте, А ви ж мені подається, що, ну, знов таки, гэта же, ну, гэта падзяленне, якое вынікае, гэта, ну, канструктыўнае падзяленне. І там белы, які вядзе гэтую спрэчку, гэта не таму, што ён літвін, а таму, што ён такім чынам прыцягвае пэўную там гістарычную веду для абгрунтавання сваёй пазіцыі. Іншая як бы пазіцыя, ну, палягае, напрыклад, у тым, што гэта ёсць сінтэз таго, што было. Ну, і Створення нової традиції на базі ранішого історичного досвіду. Просто мне кажется, что, ну, вот, сама по себе теза, что можно на подставе гістарычнай веды, якая існуе, падзяліць сённяшніх беларусаў на нейкія групы, яна ўвогуле страшна небяспечная ідэя. Я згаджаюся, просто пишу, возникает питання літвінства і русізм. Заходнерусская одна другая традиция свой час трималася еще просто на конфессийном поделе была. Вот это закладено было. Тут уже можно казать конструктивизм, але треба вельми осторожно про это казать, потому что, до речі, у рефераті Лего конфесійний чинник не провушав вельми слабость, його практично не було. Але гэта вельми, вот это то, что сегодня может великая ступень наше там громадство тиезовано и так далее. Ну это застаецца, это денежное. Просто когда мы проводим на вот это наши экспедиции по устной истории, то весь час мы сутыкаемся. Такая некая принципова часто не прийняття інших, тому що вони от не зараз, колись вони були там іншої віри, там, були тими католиками. І мені здається, тут один з таких моментів... Могу сказать, что не процессы зауважали, секуляризации, які відбулися у конце 19 століття, так само, то есть мы это можем там сприймати там, з різними оціночними знаками, вони так само посприяли, попрацювали на формування розуміння інтегральної білоруської нації. Это не позбежно. Плюс до того, что сегодняшние белорусы являются, конечно, в значной степени продуктом советского модерна. Не просто модерна, а именно советского. Ну, я згоден в тим сенсі з вами, що можна при жаданні, коли гэтым займацца мэтанакіравана, вот гэты
розніцу паглыбіць, ее знайсці. Але проблемы белорусской истории вот этими регионами с пункту гледжання, скажем, британской истории, ну, настолько наивными выглядят. Если вы почитаете формирование английской нации, якая там романизованных бритов, плюс з'являються англосаксы, потом приходят норманы со своей нормано-французской мовою. И я дальше был удивлен, что и сегодня, оказывается, травма засталась. Они пишут, что вот эти вот британские историки, что нащадки норманов володают там 83% всех земельных владаний у Англии. Для них это как бы память, разумеете, застаецца гэта у памяти. Ну ясно ли, значит, не зусім удалы синтез отбылся, так, в вашей теории. И вы акцентуете увагу на конфессийный чинник этой проблемы. Ну, я могу сказать, что на самой справе поликонфессийных народов не так уж и мало. Да? Те нации, не сказать, поликонфессийные нации. Их довольно богато. Вось. Ну там, конечно, хоча ідзе у такой заходней парадыгме, так скажем, католики, протестанты. Конфессийный подел Беларуси политичным дополнялся весь час. Просто католик, а католик, значит, там, ну, Римо-Варшавская церковь, так скажем, там, польско-католическая церковь, там. Не просто православная, тут уже московский чинник является. Это, конечно, усугубляет вот таким образом. Ну, это просто их пытание. Але, видите, на нашей земле это было завжди. Было боярство литовское, русское на початку 16 столетия. Они все были подданными великого князя. Так что мы вот про это... То есть, коли мы это успрымем, как органично, вот, до речі, про манипуляцию, да, з історії, коли ми це успрымем органично и пропишем это, как органичная частка нашей культуры, я, ну, навіть сподіваюся, что за это вы не будете стоять такие великие суперечности. Я в Google бачу такий великий, ну, такий ідеологічний потенціал такої ідеї злучення там Литви і Русі у старожитності, у Google злучення різного там політичного, конфесіонального і принципове суіснування на этой території різного, сьогодні би так назвали мультикультуральністю, як того, що з'являється, ну, певною там спадщиною Білорусі на сьогоднішній час. Це така, ну, осучаснювання, звісно, але вельми продуктивний концепт для сучасної Білорусі у сенсі засвоєння свого, історично свого, успадкованого там з минулого у сьогоднішньому часі. Потому что, ну, вот, з того, що сьогодні вивчаючи там малые города, наприклад, вашим, что значная частка того, что есть у физичной просторы этих городов, она попросту игноруется за того, что нема, ну, певних там часток того минулого, як того, що сьогодні уваходить в эту білоруську там ідентичність, там і білоруський погляд. Ну, просто на коли сайти малых городов почитать, там буде історія ВКР, там нема 19 століття у Вогулі, там І війна. Там, да, і потім там нечто там, ну, там нема ось до польської періоду, і там потім з війни починається, якби, а де це століття? А нема, ну, якби, пропали. А коли ти у город виходиш, там ось це століття все є. Але поскольку вони не усприймаються у свідомості сьогодні, то це, ну, просто занедбане. Ну да, ось є одноногие у нас историки, один лазарет на одной нозе стоит, там, другой заходний. А кто из наших историков, популяризаторов истории, кроме вас, стоит на двух этих ногах? На вашу Складно таке питання на своєму справі, тому що воно персоналізується. Это завжди. Не, я тут думаю, что как раз позиции белорусской историографии опущенных довольно узваженные на самом справе. И вы можете знайти, когда вы занимаетесь таким синтезом, так, нарацией исторической, потому что есть, скажем, некая синтетическая стадия, вот, со всеми населенными пунктами, так, мы не так сприймаємо историографию массового свідомості. Ми сприймаємо историографию як вот выход на некий описальный продукт, где подается таким зрозумілим вигляді концепція этого історика.
як это адбылося, скажем, з Ярмаловичем, а вот з перерывом, может быть, так это не адбылося, а у Мазурюка атрымалася. По-перше, я хочу вам сказать, что и Мазурюк это вельмі свядомая гісторыя. Так? Ну, у него есть своя концепция, якая так само на его ўплывае дзеянне. Потым, ну, ён як бы, окей, ён як бы репрезентуе вот эту вот русинскую частку нашей истории. Мазурюк. Вот он выбрал себе такую миссию. Разумеете? Я подозреваю, что это его свядомый выбор. Могу помыляться. А по-другое, я лічу, что вельмі сур'ёзны, надзвычай сур'ёзны датычы, конечно, Насевич. И когда вы почитаете его апошнюю працу, мы разглядали на наших семинарах, была его первая книжка по початку Великого княжества. Первую, другую, как Вот другую он переводает, да, он переводает другую книжку, Булгаков Морхай переводает, и вы просто можете побачить розницу, ну, эволюцию, да, эволюцию его поглядов. Я думаю, что вот он как раз вот это вельмі близкий, ну, до того, что вы назвали двумя ногами. Но, разумеете, есть, скажем, я лишу выбитный историк Галинченко, но он, конечно, вот его переконание, что белорусы в разне называли русины. Вот мы на этом тыдне в институте в начале 80-годия профессора Галинченки, и он почепил, разумеете, как это выглядало, он почепил значок медали этого лауреата Держпремии 95-6 года с погоней бел-червоным. Вот он пришел, значит, на значение своего 80-годия у института, и он-то заявил, да, что ранее белорусов называли русинами. Значит, и он застался вот на этой позиции, але разумеете, что, ну, ён так само атрымліваецца, ён рэпрэзентуе весь гэты колоссальный культурный пласт, які мы не можем ігнараваць. Іншая рэч, он мне здаецца, чаго не дагаворвае, калі он піша так бліскуча про Скарыну, мы не читали, то Скарына гэта якраз, разумеете, спроба применения заходних ренессансных методик этничности на кирилличной глебе. Так вот, он до этого не доходит. Но не, я лишу, нет, послушайте, у нас, я не буду их персонально называть, но не веду, ну почитайте князі Слуцкий, там Анастасийский, Пьян. Вот еще может быть розница. И я на сегодня, проблема, я на сегодня обучилась, что, как бы, может быть, историки живут частково в своей вежі, слоновой костки. Так? И на самой справе узваженных прац, ну, довольно богато. Просто у медийном контексте получать только некие выборочные. Да, вот это может быть проблема функционования историчной веды в этом массовом контексте. Вот тут, видать, что эту проблему можно признать. И так само может быть хипогисторика, так?